прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Прекрасная Сунна. Шалковской, Наурский, Натеечный, Гудермецкий район, около 3000 да, Мутакаджиду. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. Кто получил мясо крупнорогатого скота, расскажет Наталья Депутатова. Долг платежом красен. Если доход семьи меньше установленного прожиточного минимума, они могут обратиться за помощью в социальные службы. Рейды по выявлению злостных неплательщиков за потребленное голубое топливо прошли в Курчалое. Лидерские качества и навыки командной работы развивают подростки. Как проходит слет Росподрос, поделится мой коллега. Начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова вошла в состав делегации России во главе с представителем президента России по вопросам климата Русланом Эдельгириевым для участия в климатическом саммите ООН, открывшегося в Дубае. Всего в нем принимают участие лидеры более 140 государств. Конференция примет около 70 тысяч делегатов из различных стран. Помимо пленарных заседаний и сессий, запланировано выступление Хадижат Кадыровой с докладом, посвященной теме важности гуманитарной деятельности. В муниципалитетах региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. Нуждающимся жителям, семьям, в которых есть люди с ограниченными возможностями или погибшие участники в зоне проведения СВО, раздали мясо крупнорогатого скота. Наталья Депутатова о прекрасной Сунне. В этот раз акция прошла сразу в 3 районах республики – Шелковском, Натеречном и Наурском. Благотворительный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова уже много лет оказывает помощь малоимущим семьям. Тахтахна, Шалковской, Наурский, Натеечный, Гудермецкий район, около 3000 да, Мутакаджиду. Так, ويجر قال وقدر ساعدوا القصارى مليلو شلدا تاق بركل ديريس قال غروردو ومكنا أمامنا تاق ومكتين رمزان عجينا صار ميل دوخشل ساق وين ديت ستوال دوخم دو تاق ساعدوا القصارى ساق دال ديكنز بيقم والقصان. На ферме в станице Шелковская с самого утра подготовили мясо, чтобы передать людям. Получившие помощь благодарны организаторам акции в лице руководителя фонда Аймани Кадыровой. رمزان خيشم تو غدور غوق مسانا غوق دور غو دور ديل ريس خلخ دال ساعد ويلخ اش دينار تار دينار مسو دال ساعد ويل دي انجيجا ايماني فوندو ترغو يرنا اشتناغن دا لاسرنا دال ساعد ويل زنديلا ساعد ويل دغمنا چنتيرا اذا ايتين چنتيرا دال ساعد ويل زنديلا. Мясо жертвенных животных раздали и в Калиновском сельском поселении в Наурском районе. Остронуждающиеся малоимущие семьи, в которых есть инвалиды или погибшие участники СВО, регулярно получают помощь от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В первую очередь сотрудники поселковой администрации отправились в дом погибшего на Украине сотрудника органов внутренних дел. 36-летний Ибрагим Висалиев с начала спецоперации не один раз направлялся в зону СВО. Из последней командировки он не вернулся, оставив одних мать, жену и 3 маленьких детей. Родственники до сих пор не могут поверить в то, что его не стало. Ну, конечно, сагат не вернуть. Но да умдать. Бег дел бохбо. Дел кэлле. Жители региона ценят такое внимание и поддержку и выражают благодарность в адрес президента фонда Аймани Несиевны и главы республики Рамзана Кадырова.
Ramzan Ahmad'ın derez hıl. دال قبل سادويل أحمد حاجين مساتيرة مش ديك قد مش تدات عيش يا تروش دال دوك ديك تويل دريز خل شو دال قبل سادويل أحمد حاجين تير أيوة بس دال قبل سادويل. Фонд не оставил без внимания ни одну нуждающуюся семью. Подобные благотворительные акции проводятся регулярно по всем районам республики и охватывают самые разные слои населения. Наталья Депутатова, Саид Алиямпукаев, Харон Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. С Днем матери поздравили представительниц Союза женщин России в Чеченской Республике. Данная общественно-государственная организация объединила неравнодушных деятельных женщин, трудящихся на благо Родины и региона. Мероприятие состоялось в Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Представительниц прекрасного пола лично поздравил с праздником и наградил женщин почетными грамотами Ахмед Дудаев. شو دالده الوال دوحره وي مسيري تصرخ فخشوا بولشير فخشوا باتشير مسيري تصرخه اقا دوحره وي مخكنان اي ما يعني على دال دي الوال با وي دال دخيا الوال با وي ريسبوبليكي ها نان وي سير سيدر داخ سير لارم برمل هورم نعدو علشي دال دي الوال وي على البريزيدنت احمد حاج دال غازو قبل دولتن هو دائما تنسى один из лозунгов ключевых тезисов верх цханани алатнак эзги алгатара цханни дайтнак эзгсагат дейтер бош إزرنشكعك أنت تعليبن عيابن زعوي مخك تعيامرت همش عيابن ليبن دعبين بول تاقك أنت إيش أمنستير وتبر إيش يوني عاشي مارش داخلي يغبيرز بر تاقا ملغا شيء غلط ويلق ليبلق عيابلق إذا تاقا تنيني ستجت تيترهم إذ نيس نوت وحقر تاقا نوتش شوع بول توم دعبيرز بر نانواش ستجت تيتر نانواي إزغي بيالغت بوش إشت شيء تاع أصنعوي دوقوي تيزيس أكسنت تلشون يقطع عمل عجدا الله تومودوا إشت حدا يحكي دوي إشت تغنى رمزان عشسة نانواي سي لقر يغني على يشتو تاقا نوتش زوتشن سي ديشتو شين إشت أشرديتين برازنيك تاقا نوتش زوتشن دقالوي مها أروسموي مارت دلع قطع برازنيك يقضاقش تاقا نوتش زوتشن دم دا رمزان عشسة دائما أورش خصفون زول يعني سوي نوتش زوتشن دم يهور دي دوخل ديشدر هور دين عشو ديشدر دلع بلش دوغ بولشا اشتلارتsa دو وندالچا نوخچ نانواشكي واش بوختانت وان بالچي استمتع وموخ لرو بيش بولك انت نوخچ نانواشكي واش بول قاملو направление على اخذتين غايك ديش وين учителяш بلا ورچيش بلا ملغا журналист بلا разный зат يح يول نوخچيك انت اون غيدا قوزد مخكري اش قواش برشن نانوي بو دنيا حوينا تا علمنا دوچ مهزر يلسماني نانوي كوكش كلا يول مصو اور دا سيدر دوشو سندل دا دوغدا دوالشو ساتي دال دي الوال خو دال دي الوال حنا وقت دال دي الوال شو министерство адольш خاصيت فوند اقا اش ترمير بريش بيلش ووش بياتش اش خويق شاش دولچي خاصيت شو دغو ديز دال دي عبيرت كيوال احمد سيلا Возрождаемый Галанчевский муниципалитет с инспекцией посетил министр культуры Муса Дадаев. Он осмотрел реставрируемые объекты культурного наследия Эгичевского, Цеча-Ахкинского и Ялхоройского историко-архитектурного комплексов. Эти величественные средневековые замковые сооружения в процессе реставрации. Какую оценку дал чиновник проводимым работам, расскажет Адам Магомедов. Путь в горы всегда непростой из-за дальней дороги и трудной проходимости, зато можно увидеть самые разные природные красоты, ведь скалы бывают серыми, порой яркими или же заснеженными. Первая точка, которую посетила наша съемочная команда вместе с инспекционной группой во главе с министром культуры региона Мусой Дадаевым, стал отреставрированный комплекс Цеч-Ахка, расположенный на самом западе Чеченской Республики. Он насыщен башенными постройками самых разных эпох. Само поселение относится к первому тысячелетию до нашей эры. Мощный замок в данном селении состоит из одной боевой башни, имеющей квадратное основание, большое количество оконных проемов и тщательно выполненной кладкой, а также двух жилых пристроенных башен. Население здесь проживало общесемейными общинами, которые постепенно дробились в процессе эволюции. А уже среди снежных вершин на краю холма, резко обрывающегося вниз, расположен Ялхоройский историко-архитектурный
комплекс, состоящий из боевой и группы жилых башен. Ширина стен примерно 90 сантиметров, выложены они из камня различной величины. Объекты отреставрированы по заказу Министерства культуры России. Проекты начали реализовывать в мае этого года. Все работы завершили в октябре. Комплексы очень удачно находятся для туристического посещения местности. Очень удачно и более-менее безопасно. Поэтому в первую очередь выбрали эти объекты. По дороге к последней точке осмотрели и склепы. По словам историков, в них помещали смертельно больных. Дабы не допустить распространения инфекции, за ними проводился уход до самой смерти. Ну и завершающая локация – эгичожские башенные постройки, расположенные на крутых обрывистых склонах по обе стороны реки Фортанга. Эти строения полностью перекрывали проход к ущелью от хребта до хребта, защищая от набегов со стороны степных народов. Дабы добраться до объекта, необходимо пройти довольно сложный и опасный путь. Это реконструированный эгичожский историко-архитектурный комплекс, который состоит из двух жилых зданий и одной сторожевой башни. Находится он на высоте около 120 метров от земли, и подняться сюда очень непросто, ведь нет удобной лестницы. Объект сделан из природного камня, из которого когда-то строили и наши предки. Его примерная датировка 14-16 века. Все объекты входят в ведомство Аргунского музейного заповедника, который охватывает территорию в 233 800 гектаров. Отреставрированные строения будут использованы для развития новых туристических направлений. Для этого руководством субъекта создается вся необходимая инфраструктура. Мы осмотрели все объекты в Ялхарое, Цечах, Эгичоже. Нами были выявлены некоторые недочеты, на что было подрядчику дано указание, чтобы они исправили все недочеты и привели в соответствие с проектной документацией. В следующем году планируется реконструировать более 15 объектов культурного наследия на территории Чеченской Республики. Все работы ведутся в кратчайшие сроки. Адам Магомедов, Моусар Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. В Чеченском педагогическом университете состоялся региональный подростковый слет «Росподрос» на тему «Время быть лидером». Мероприятие призвано помочь молодежи развить лидерские качества, улучшить навыки командной работы. Главная задача – это передача подросткам духовных, культурных и патриотических ценностей. Встреча проводится в рамках национального проекта образования при поддержке Министерства просвещения страны и уполномоченного при президенте России по правам ребенка. وين ترى خلدا سكندري شيء ترى الدنيا ميادو عدو تمشوا الدنيا ميادو حيز وش قدم دو بزوج الله ده والبوليس تنام وش قلنا والبوليس تنام وش وجري صبار حلق وغيل مسألة وسنجر تملات وين شو ذيك خاتم ده كون شيء وين ده شكل عندوز صدق يسمى تسهلي ترام يسمى تسهلي ترام وكل كرت على شوي باتش عترنا أسنا إخرجتوا شغل سنة دونا كيتوش كيورا وهو. Абонентская служба «Газпром Межрегионгаз» Грозный в течение всего года проводит работу на снижение задолженности потребителей газа и выявление злостных неплательщиков. Попасть, в кавычках, в черный список должников можно не только при наличии крупного долга, но и при неоплате в течение нескольких месяцев подряд. Рейды представителей газовой службы совместно с судебными приставами, участковыми и представителями районной администрации проходят в Курчалое. Они предлагают абонентам не доводить дело до отключения газа и до судебного разбирательства и оплатить счет за потребленное голубое топливо. Репортаж Валентины Гусевской. Отопительный сезон набирает обороты, и жители Чеченской Республики начинают активно пользоваться голубым топливом, чтобы сделать свои дома уютнее и теплее. В городе Курчалой рейды газовой службы прошли в домах злостных неплательщиков. Хотим донести до населения, чтобы они своевременно оплачивали свою задолженность,
чтобы у них не было этих проблем. Тех абонентов, у которых задолженность более 2 расчетных месяцев не оплачивают, будут поданы в суд. Рейды газовых служб проходят каждый месяц совместно с судебными приставами, участковым и представителями администрации. Уведомление о возбуждении исполнительного производства из-за неоплаты приходит в личный кабинет госуслуг должника. Там же можно оплатить задолженность. В первую очередь мы ознакомливаем должника с возбуждением исполнительного производства, даем ему добровольный срок для оплаты задолженности. По истечении данного срока, если должник не исполнит требования исполнения документа, мы выносим исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания. Далее уже начинаются принудительные меры. Это списание со счетов, обращение взыскания на денежные средства, обращение взыскания на доход должника с пенсии, заработной платы, арест имущества. В этот раз не все хозяева домов открывали дверь и пускали на порог. В таком случае судебные приставы придут повторно, а также будут искать неплательщиков через родственников и соседей. Неоплата за услуги предоставления газа может быть вызвана финансовыми трудностями или обычным нежеланием платить. Если доход семьи меньше установленного прожиточного минимума, они могут обратиться за помощью в социальные службы. Чтобы получить эту поддержку, необходимо взять квитанцию на оплату и пойти с ней в органы соцзащиты, где по итогам проверки документов устанавливается процент от долга для погашения коммунальных платежей. Такие меры способствуют исправному внесению платежей и стабильной работе газовых служб. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Новые нормы по противопожарной безопасности, которые затрагивают различные аспекты, ужесточили законодательство в сфере мусоросжигания. В частности, были введены правила, касающиеся расстояния между открытым огнем и ближайшими постройками, жарки шашлыка на дачных участках. Мадина Нуцалчиева о том, как правильно сжигать мусор, и о штрафах за нарушение противопожарного законодательства. Осень бесспорно прекрасна, однако, когда золотая листва опадает, от нее приходится избавляться. И чаще всего происходит это путем сжигания. Споров вокруг темы правильной утилизации мусора немало. Одни требуют запретить подобные действия, так как это сильно вредит экологии. Другие доказывают, что это самый эффективный из всевозможных способов. В одном можно быть уверенным точно. Сжигание листьев, веток, да и любых других отходов – реальная опасность, которую люди недооценивают. Сильный порыв ветра легко может привести к большому возгоранию. Не мусор, котлы и газ становятся причиной возгораний, а людская халатность и неосторожность. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям региона отнестись к правилам безопасности серьезно, а также напоминать о них близким. Ежегодно в отопительный сезон сотрудниками МЧС, Газпрома и Россети проводятся профилактические рейды. Сотрудники проверяют состояние газовых и электроприборов в домах и квартирах. Жильцам выдают специальные листовки, содержащие правила безопасности и инструкцию того, как надо действовать в экстренных ситуациях. Отдельно объясняют, как безопасно избавляться от мусора. Места для разведения огня должны соответствовать нескольким важным нормам. Сжигать отходы можно в яме, котловане и рве глубиной не менее 30 сантиметров. В радиусе 10 метров не должно быть горючих материалов. Сжигание разрешается на расстоянии не менее 15 метров от ближайших построек и прочее. Данных правил и вызовы подразделений пожарной охраны надзорным органом МЧС России будет проведена соответствующая проверка, и в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ вкладывается административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Сжигание мусора в частном секторе и вблизи населенных пунктов может стать причиной отравления человека. Едкий дым, образующийся при горении, пагубно влияет на здоровье. Для аллергиков и астматиков это время настоящих мучений. Пластик, пусть это будет бытовой какой-то другой мусор, он очень вредный, так как выделяет токсические вещества, тоже разного характера. При выделении таких токсичных веществ это попадает все в легкие, при вдыхании это, конечно же, вредит здоровью, так как у кого-то аллергические реакции, у кого-то может быть произойти какая-то реакция на тот или иной токсичное вещество. При этом, конечно же, когда мы вдыхаем, желательно, если мы сами его сжигаем, этот мусор, то желательно одевать влажные повязки. Есть масса способов утилизировать мусор, кроме как сжечь. Органику можно измельчить и отправить в компост. Щепки и ветки приберечь для растопки. Пластик отнести в контейнер или сдать в переработку. Утилизировать мусор нужно правильно. И этим вы не только защитите себя от штрафов, но и сделаете вклад в чистый воздух и здоровую экологию своего населенного пункта. Мадина Нуцалчиева, Сайдали Ампукаев, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.